Политзаключенному Мурату Душемову грозит новый срок по ложным обвинениям, а его матери не разрешили увидеть сына. Известный туркменский гражданский активист и политический заключенный Мурат Душемов не вернулся домой после отбытия своего предыдущего незаконного срока в 4 года. Душемов должен был освободиться 14 июня, но по информации Turkmen News незадолго до этого ему устроили провокацию, в результате которой задержали по новым обвинениям. В период пандемии коронавируса и несмотря на массовые случаи смерти людей, правительство Туркменистана отрицало наличие ковида в стране. Душемов публично подвергал сомнению эти заявления властей, при этом он отказывался от обязательного ношения лицевых масок и получения прививок, настаивая показать ему основания для этих требований от работников здравоохранения и полицейских. 16 июня Безмиинский районный суд Ашхабада оштрафовал активиста якобы за ругань в общественном месте, хотя никакой ругани днем ранее в местной поликлинике нет. Ну вот я вам говорю, предоставьте мне сейчас этот номер приказа, чтобы я мог это проверить и удостовериться. Вы говорите, тогда пишите отказной. То есть вы ставите человека перед выбором или да, или нет. Так не должно быть. Мы в правовом государстве живем или как? Мужчина лишь пытался выяснить, на каком основании от его матери требует сделать прививку от COVID-19 для выезда в другой вилаят. Полную видеозапись похода в поликлинику он опубликовал на своем канале в YouTube. 7 июля Душемов вместе с другом и его супругой ехали на машине из Ашхабада в Дашагуз. На полицейском посту в Этрапе, Рухубилент, их попросили предъявить справки об отсутствии коронавируса. Мурат и его спутники поинтересовались, на основании чего, какого нормативного акта предъявляется такое требование. В течение нескольких часов им так и не показали документа. В итоге друг Душемова перекрыл трассу автомобилем. После этого все трое были задержаны. Женщину судья оштрафовал и отпустил, а Душемова и ее мужа постановил арестовать на 15 суток. 22 июля срок ареста истек. Приятеля отпустили, а против самого Мурата организовали провокацию. В камеру к активисту подсадили 2 человек, которые подрались между собой. Потом оба сокамерника заявили, что это, дескать, Мурат напал на них и нанес им телесные повреждения. Активиста судили и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Согласно сфабрикованному уголовному делу, он якобы требовал деньги у главного врача поликлиники за отказ от публикации снятого им видео с участием медиков. Вторая статья появилась в деле после той самой драки в камере. В мае 23 года Мурат Душемов и 3 других политзаключенных, отбывавших наказание в той же колонии ЛБ-12, смогли передать в представительство ООН в Туркменистане письмо. В нем они просили работников организации лично навестить их и защитить от правового беспредела, но обращение было проигнорировано. Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлопаченко также отказался отвечать на вопросы редакции Turkmen News по поводу письма и выполнения просьбы его авторов. Он лишь заявил, что связывается по этому вопросу с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве. Срок Мурата Душемова должен был закончиться 14 июня, но домой он не вернулся. По информации Turkmen News, незадолго до освобождения некий заключенный написал на него заявление, что якобы активист сломал ему руку. На момент подготовки этого видеоматериала Turkmen News располагал сведениями о том, что активиста содержат в следственном изоляторе тюрьмы Абды-Шукур в Туркменабаде. Очевидно, Душемову готовят новый срок. Редакция Turkmen News считает это дело произволом и местью спецслужб Душемову за то, что тот продолжает отстаивать свои права и гражданскую позицию, даже находясь в тюрьме. Активист считал дни до освобождения и строго следил за тем, чтобы у сотрудников колонии не было ни малейшего повода для претензий к нему. Обвинения в развязывании им драки звучат неправдоподобно. 4 года назад в полиции Рухубилента против него уже организовывали схожую провокацию. В свою очередь Turkmen News рассказал о ситуации с Муратом Душемовым правозащитным организациям и представителям Европейского Союза, которые 17 июня провели с туркменскими чиновниками очередной раунд диалога по правам человека.
Когда видеоматериал уже был подготовлен, стало известно, что 20 июня мать Душемова отправилась в Туркменабад, где в следственном изоляторе колонии Элбд-9, той самой тюрьмы Абды-Шукур, ей подтвердили, что активист находится у них. Но руководство учреждения отказало женщине в свидании с сыном. По словам говоривших с ней работников СИЗО, Душемову назначили адвоката. Мать попросила его контакты, но и в этом ей тоже отказали. Активиста привезли в СИЗО 10 июня, якобы после драки с другими заключенными. Через 10 дней над ним состоится суд. На вопрос матери, верят ли они сами в то, что разумный человек, который вел себя совершенно спокойно все 4 года, вдруг вступит с кем-то в конфликт накануне своего освобождения, работники СИЗО лишь пожали плечами. Беззаконие спецслужб Туркменистана в отношении известного активиста сильно ударит как по имиджу страны за рубежом, так и лично по репутации президента Сердара Бердымухамедова.